Кирилл Филиппович, подойди сюда, пожалуйста. Сустракайте, наместник директора по виховавчої праці Світлана Валеріївна Куйнєвич. Добрый день. Я поздравляю 11-х с возвращением. 10-х с началом. Ну что, начало положено. Вы сегодня проложили путь к знаниям в прямом и в переносном смысле. Вы познакомились с внутренним устройством лицея. Я думаю, с нетерпением ждете, когда уже у вас будет возможность с головой окунуться в такую захватывающую лицейскую жизнь. Лицей, ну вот лично для меня, это особое государство со своими законами, со своими правилами, причем обязательными для всех. Это государство со своим населением, частью которого вы сегодня стали. Это государство со своими традициями, которые развивает и поддерживает все лицейское сообщество. Учебно-воспитательный процесс в нашем лицее сочетает в себе высокий уровень знаний, всестороннее развитие творческого потенциала. Это и духовно-нравственное, и гражданско-патриотическое воспитание. Это еще и возможность самостоятельно планировать, организовывать, вносить предложения, обсуждать, возможность проявить себя, получить опыт общения, научиться преодолевать трудности и нести ответственность за свои поступки. Я думаю, если все это в общем в нашем государстве состоится, то через 2 года вы с гордостью сможете сказать: лицеист однойче, лицеист назавжди! С законами и правилами лицейского государства вы познакомитесь 30 августа на общелицейском собрании. А сегодня мы вас хотим познакомить с нашими клубами, объединениями по интересам. И я передаю слово лицеисту. Включайте. Лицей всегда славился тем, что здесь каждый может проявить себя и найти единомышленников. Если вы готовы выйти за рамки обыденности и бросить себе вызов, то Каскад – идеальное место для вас. Здесь вы всегда найдете поддержку и товарищей и узнаете много интересных вещей, которые знают далеко не все. Встречайте! Военно-патриотический клуб «Каскад».
Какие вы все напряженные. Я вспоминаю эти случаи в своей жизни, когда девушка спрашивает: вот вы такой смелый, прыгаете с парашютом. Вот я никогда в жизни бы не взяла и не прыгнула бы с парашютом. А я ей отвечаю: да? А я никогда не прыгнул бы без парашюта. Приветствую всех поступивших в лицей и гостей на сегодняшний праздник. Меня зовут Владимир Владимирович. И я расскажу вам про один из самых молодых лицейских клубов. Как было объявлено ранее, военно-патриотический клуб «Каскад». ВПК «Каскад» или просто «Каскад» — это объединение людей, чьими интересами являются активности, связанные с военным делом. Поэтому, исходя из нашей аудитории, мы составили несколько основных целей, к достижению которых ныне и стремимся. Нашей первой целью является обучение основам военной подготовки. Думаю, тут все прекрасно понимают, о чем идет речь. Наш клуб предоставляет занятия как по огневой, медицинской, тактической подготовке, а также в нем проводятся занятия по обучению применения средств радиохимической защиты. Также нашей целью является развитие навыков работы в команде, а также морально-волевых качеств. Тут немного поподробнее. Благодаря некоторым мероприятиям, о которых я скажу чуть-чуть попозже, нынешние участники нашего клуба научились гораздо лучше работать сообща, грамотно распределять обязанности и назначать лидеров, что является полезным навыком. Даже если вы, дорогие лицеисты, не планируете связывать свою жизнь с службой, такие качества, как сила воли, находчивость, а также умение мыслить трезво в критических ситуациях будет полезно абсолютно каждому человеку. Ну и третий же, но не по значению целью, это познакомить вас, дорогих лицеистов, с силовыми структурами нашей страны. Только что я сказал, что качества, развитые у нас, будут полезны каждому. Но также наш клуб понимает, что среди нас есть люди, которые хотели посвятить свою жизнь служению Родине. Поэтому мы считаем, если так можно выразиться, своей обязанностью показать вам возможность выбора своего призвания и не ограничивать себя только гражданским специальностью. Но как же наш клуб успел проявить себя за время своего существования? Что ж, участники «Каскада» не раз посещали военную академию в рамках подквалификационной деятельности. Там мы познакомились как с бытом курсантов данного вуза, а также со спецификой обучения специалистов, представленных в том вузе. Ну, то есть тренажеры, допустим, для танкистов, различные поля для десантников, ну и так далее. Также наш клуб активно участвует в организации лицейской жизни. Ярчайшим мероприятием, которое было организовано нашим клубом, является, третья фотография, всеобщая лицейская эстафета «Забег отважных», посвященная Дню Победы. Ну и также не стоит забывать о том, что также участники нашего клуба не раз посещали полигон на военной академии, где на протяжении 3 дней мы получали актуальные знания по той же огневой, тактической, медицинской и психологической подготовке. Психологическая подготовка подразумевает, например, ту же вход танка. Да, такое было. И также мы там получили довольно важные навыки выживания в дикой природе. Я думаю, вы получили первоначальное представление о нашем клубе. И если вдруг вас заинтересовала возможность принять участие в его жизни, то в таком случае не стесняйтесь, можете сейчас фотографировать или сканировать. Тут контакт Александра Владимировича Заврийского, нашего военного руководителя, а справа мой контакт в Телеграме. Также нас можно посреди года найти в кабинете номер 234. И такой, кстати, небольшой нюанс. В нашем клубе все участники равны. Нет такого, что есть карапузы, батьки. Все отношения построены на взаимопонимании и доверии. Спасибо за внимание. Вітаю, карапузи!
Позвольте представиться, я домовик ліцею. Думаю, треба розтлумачити, хто такі у ввогуле домовик і у чим має функція. Моя задача – заховувати ліцейський дух і його традиції, активно удзельнічаць у житті ліцея, підтримувати різні ініціативи ліцеїстів і допомагати усім жителям ліцея, у тим ліку вам, карапузи, уліться в наше насичне ліцейське життя. Я далеко не перший домовик, уже 24-й, то бок ліцей на протягу 24 годов обирає себе домовика. Домовик – самая престижная посада сярод ліцеїстів, суадносна гэта вялікі гонар і адказнасць. Таму кожны год перад апошнім званком увесь ліцей, включаючи настаўнікаў, абірае новага домовика. Вось глядзіце кандыдаты мінулага года. Захар 11 Г, Дія, Тимур 11 То вы разумеете, что домовиком может стать представник абсолютно любого профиля. Але все равно все будут заправлять историей. Домовика обирают сярод лепших 10-классников тому у конце гэтага года, хтось из вас так само стане новым домовиком, и я отдам ему капелюх. А зараз я запрашаю на гэтую сцену самую уплывовую организацию лицея. Сустракайте, Рада ліцеїстів. Виват ліцей! Рада ліцеїстів – це такий мостик поміж ліцеїстами і адміністрацією. Рада приймає уділ у созданні мероприємств, так само допомагає у адміністративних справах і, звичайно, перше у курсі усіх завітів. Наприклад, ми допомагаємо у організації конференцій, дискотек, тематичних тижнів і інших мероприємств. Але найвялікший гонор усієї ради – це відкриття кулера на першому поверсі. Ну, а зараз ми переходимо до нашого складу. Як бачите, нас тут не зовсім 8, но агулом наш склад складається з 8 чоловік. Ваня Дроздов, 11 Андрей, 11 ВИА-2. Кирилл Жилищ, 11 ИМ. Ну, я, Тимур Цибульский, 11 ГИСТОР. Катя Непочелович, 11 ФИЛ. Диана, 11 ИП. Ну і Богдан, уже, як ви ведаєте, ён 11 гісторик. Удзельнікі рады, гэта, як вы бачыце, яшчэ прыклад таго, што ў арганізацыі ўсіх адміністратыўных справах можа удзельнічаць кожны ліцеіст незалежна ад профілю, ад ФІЛа да ІФа. Трапіць у раду. Выборы ў раду праходзяць заўсёды напрыканцы зімы. Прыняць удзел можна, запоўніўшы анкету, якая ўключае ў сябе відэазварот з расповедам пра сябе і вашыя мэты адносна ліцэя. Сцэнар для любога мерапрыемства, напрыклад, Hello, карапузы, як сёння. А таксама план з вашымі прапановамі па паляпшэнню ліцэя, стварэнне новага клуба, новай ліцэйскай традыцыі і гэтак далей. Потым жа ваша заявка будзе ацэньвацца усімі ліцэістамі і з дапамогай галасавання будзе абрана новая рада, якая будзе складацца з 80-класнікаў. Удзельнічайце ў выбарах, калі вы гатовы працаваць для ліцэя і паляпшаць яго.
Ну а мы, безумоўна, пожадаем вам у гэтым поспехаў. Калі у вас з'явілася жаданне дапамагчы ў арганізацыі нейкага мерапрыемства ці ажыццявіць сваю ідэю, праявіць іншую нейкую ініцыятыву, рада ліцеістаў заўсёды на сувязі, каб дапамагчы вам рэалізавацца ў ліцэі. Калі вы шукалі у гугле нешта пра ліцэй БДУ або размаўлялі з ліцэістамі, вы, напэўна, ўжо ведаеце, што ў ліцэі ёсць свой YouTube-канал і Instagram. Сустракайце самы вялікі ліцэйскі клуб. Хто? Вітанне, шановне господарство! З вами Тот. Я Поліна з 11 історичного класу. Торг – гэта не просто канал на Ютубе або старонка ў Інстаграме. Гэта сапраўдны праект са сваёй камандай, асаблівай структурай і, вядома, неверагоднымі і бязмежнымі творчымі магчымасцямі. Тут насамрэч можна атрымаць неверагодны досвед творчасці. Па-першае, безумоўна, гэта YouTube-канал. Гэта велізарная сфера, якая ўключае ў сябе шматпланавую працу. Ад ідэі да фінальнага агляду відэа над матэрыялам працуе наша вялікая каманда. Сцэнарысты, рэжысёры, вядоўцы, контент-менеджеры, аператары, монтажёры, тайм-кодчыкі, дызайнеры і мастакі. Зараз у карце амаль 1800 падпісантаў. За 5 гадоў мы выпусцілі каля 150 відэа, якія праглядзелі больш за 200 000 разоў. Сярод іх рэпартаж з мерапрыемства ў ліцэі, інтэрв'ю, трэвел-блог і нават трансляцыі з канферансаў. І ўсё гэта робяць звычайныя ліцэісты, 10-тыя, 11-класнікі і нават выпускнікі. І вы таксама можаце быць у нашай камандзе. Асаблівая каманда прадстаўлена ў Інстаграме Тарта. Там прадстаўляюцца не толькі анонсы новых відэа, але і асобныя ідэі, якія можна зрабіць з дапамогай прыгляд, якія прапануе Інстаграм. Рылсы, штодзённыя гісторыі, ды і звычайныя пасты. Фантазіі няма мяжы. Каб стаць часткай каманды Тарта, вам патрэбна запоўніць і адправіць онлайн-заяву на адбор па гэтым QR-коду. Таксама там змешчаны спасылкі на нашы асноўныя соцсеткі. А ўжэ ў сярэдзіне верасня мы зладзім офлайн-адбор, пра які падрабязней вы зможаце даведацца крыху пазней. Не абавязкова быць дасведчаным контент-мейкерам, каб патрапіць у каманду. Паспрабаваць можа кожны, і мы усіх шчыра чакаем. Мастацтва. Адзін з шляхоў пошуку і разумення сябе і сваіх пачуццяў. Літаратура. Выдатны і нелімітаваны зборнік словаў, прыгажосць эмоцый якіх здольны не толькі выказвацца, але і атрымліваць падтрымку, водгук і быць пачутым. Сустракайце адно з самых маштабных, эмацыйных і ўсімі улюбёных мерапрыемстваў – Рэха. Віват ліцей! Вас вітае проект Рэха. Рэха – гэта прастора аўтарскага ліцэйскага мастацтва, межам якога з'яўляецца толькі сам аўтар. Верш, проза, песня прымаюцца любыя фарматы свайго выказвання ў творчасці. Як выглядае само мерапрыемства? Па фармаце Рэха падобная на паэтычную вечарыну, дзе ліцэісты выступаюць на публіцы з уласнымі творамі на самыя розныя тэмы.
але большая колькасць твораў прысвячаецца звычайна агульнай тэме мерапрыемства. Рэка — гэта яшчэ і прастора інфармацыйная, пры дапамозе якой мы спрыяем пашырэнню і захаванню ліцэйскай аўтарскай творчасці. Кожная імпрэза тэматычная. Перад выступоўцамі арганізатары рыхтуюць маленькі выступ датычны мастацтва і літаратуры, які раскрывае закладзеныя выбітнымі і нават ліцэйскімі аўтарамі сэнсы. Мерапрыемствы звычайна праводзяцца ў зімовым садзе адзін раз на чвэрць, а ўдзельнікамі могуць стаць усе, ад карапуза да выпускніка і нават настаўніка. Галоўнае — гэта ваше жаданне быць пачутымі, паглыбіцца ва ўнутраны свет людзей, з якімі вы сустракаецеся поглядамі кожны дзень. У гэтым годзе каманда рэха складаецца з каманды ліцэістаў, напрыклад, Катя 11 філ, Богдан 11 гістарычны, Максім 11 гуманітарны, Паніна, якой з намі зараз няма, на жаль, Паніна 11 гуманітарны і я, Катя 11 гуманітарны. Наилучших дизайнеров 5 человек с головными их представниками. Паніна 11 гуманітарний і я, Катя 11 гуманітарний. Наши працы вы можете назирать на самих мероприятиях и в социальных сетках проекта. Каб распаўсюдзіць нашу культуру і нашых творцаў, мы запрашаем кожнага і кожную далучыцца да літаратурнага і наогул агульнакультурнага працэсу. Будьце часткай беларускай культуры, зрабіце сябе часткай культуры. Рэха запрашае вас далучыцца да ліцэйскай літаратурнай пляцоўкі. Сачыце за навінамі рэха ў нашых соцсетках. ТГ-канале, куды будзе выкладацца ўся актуальная інфармацыя для удзельнікаў і гледачоў, і інстаграме, дзе вы пабачыце самыя лепшыя творы ліцэйскіх аўтараў, цікавыя тэмы, звязаныя з тэматыкай імпрэз, відэазапісы і фота з мерапрыемстваў. Таксама мы вельмі рады абвесціць, што ўжо праз некалькі тыдняў рэха зробіць сваё першае мерапрыемства ў гэтым навучальным годзе. Таму вельмі чакаем і запрашаем вас, карапузы, на адно з самых запамінальных мерапрыемстваў у вашым ліцэі. Поигрались и хватит. Сейчас будет самое крупное лицейское мероприятие на данный момент, которое существует не только в лицее, но даже и за пределами материка. Встречайте, говорит Эд. Виват лицей! Я Маша Снарина, 11 Я Егор Веретынский, 11 из. И мы организаторы проекта «Говорить Эд». Он был создан 6 лет назад и просуществовал недолго, но возобновил свое существование 3 года назад. «Говорить Эд» развивался и становился масштабнее. Это мероприятие, на котором вы можете поделиться интересующей вас темой, которую мы, как организаторы, поможем вам раскрыть. Ведь слоган «Говорить Эд» — это «Выкажися и будь подшутом». Перейдем к структуре. В этом году «Говорить Эд» будет проводиться 3 раза. В первый раз спикерами будут 11 классы, второй раз 10 и третий раз и 10 и 11 классы. Само мероприятие длится около 3 часов с перерывом на кофе-брейк. Выступление длится примерно 10 минут, за которые спикер должен полностью раскрыть свою тему. Важно, что это не просто монолог выступающего. По окончании выступления любой из слушателей может задать интересующий вопрос по теме, на который он обязательно получит ответ. «Говорить Эд» проводится в зимнем саду, после пар, где вас ожидает приятная атмосфера с красивым освещением и музыкой. ТЭД сделан таким образом, чтобы за мероприятие вы могли услышать как можно больше разнообразных тем из абсолютно разных областей жизни. Спикеры уже рассказывали про музыку, биологию, моду и технологии. Не обошли стороной и остросоциальные темы, такие как абьюз, селф-харм, зависимости и РПП. Мы уверены, что каждый может найти что-то интересное именно для себя. И неважно, будете ли вы про это рассказывать или будете спикером. Но... Какой хороший вопрос! Итак, для того, чтобы попасть на «Говорить Эд» и стать спикером,
В первую очередь необходимо заполнить Google форму. Google формы выкладываются на наших пабликах в Телеграме и ВК, поэтому советую вам заранее подписаться на них, чтобы не пропускать информацию о Говорите Эд. После того, как все заявки будут приняты, мы проводим с желающими беседу лично, где мы обсуждаем ваши черновики, идеи, презентации, выступления. И только после того, как вы прошли все этапы отбора и отобрались на Говорите Эд, начинается сам рабочий процесс. Мы редактируем тексты, даем советы, помогаем с визуалом презентации и в общем делаем так, чтобы работа была интересной и цельной. В общем, во время подготовки вы никогда не останетесь одним. Также мы с вами будем работать и над названиями ваших презентаций, чтобы нельзя было сразу сказать, с какой темой вы придете как спикер, и слушателям было интереснее. Например, тему эффекта зловещей долины назвали «Не человек», тему прокрастинации «А как онлайн», тему страха «Выжить в зависимости от соцсетей», «Электронная игла» и так далее. Все ребята, которые участвовали в Говорите Эд в прошлом году, согласны, что это был незабываемый и потрясающий опыт как во время самого выступления, так и во время подготовки. А для тех, кто боится, что забудет текст или потеряется, не волнуйтесь, публика вас поддержит. Вы не будете чувствовать давления, так как мы проведем с вами достаточное количество репетиций, чтобы вы были максимально подготовлены. Говорите Эд — это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом, рассказать о интересующей вас теме, ну или же просто прийти, насладиться атмосферой и узнать что-то новое. Вот QR-коды на наш телеграм-канал и паблик во ВКонтакте. Все подборы, фотографии, афиши, Google формы и другая информация будет именно там. Спасибо вам большое за внимание. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, то мы с радостью на них ответим. В нашем телеграм-канале будут ссылки на мой ЛС и Егора, поэтому вы всегда можете нам писать, задавать вопросы. Мы с радостью на них ответим, потому что мы обещаем вам, что с Говорите Эд вы всегда сможете выказаться и быть почетными. Спасибо за внимание. Все мы любим хорошее кино и лицей. А если совместить эти две вещи, то мы получим уютный вечер в компании прекрасных людей. Ну, или проще говоря, проект Shorts. Встречайте! Виват лицей! Меня зовут Яна, и я учусь в 11 классе. Меня зовут София, я учусь в 11 химическом классе. И мы представляем команду организаторов Shorts, и сегодня мы расскажем вам о нашем проекте. Помимо нас также в нашу команду входят Маша Яковская из 11 филологического, Аня Вагни и Грицкевич Ангелина из 11 химического класса, которые также нам помогают и участвуют в процессе воплощения всех наших задумок. Ну, а теперь перейдем к самому главному вопросу. Что же такое вообще Shorts? Shorts — это лицейский кинофестиваль, который создан для популяризации короткометражного кино, общения лицеистов и обмена мнениями. Здесь вы можете найти все самые лучшие фильмы, которые мы подберем лично для вас, а также они будут совершенно разных стран, форматов и жанров. Эти фильмы уже множество раз завоевали какие-то награды на премиях и фестивалях. Впервые наш фестиваль был проведен 2 декабря 2022 года и с тех пор закрепил за собой статус лицейского мероприятия. Мы уже 3-е поколение организаторов этого фестиваля, и наша цель — продолжать совершенствовать его и добавлять в него что-то новое. Работа нашей команды заключается в том, чтобы найти и составить программу, которая будет включать в себя только самые интересные для лицеистов фильмы, написать для них субтитры, так как на фестивале все фильмы показываются в оригинале, а также создать афиши для каждого из фильмов. Само мероприятие состоит из блока из 8 короткометражек, а также после него мы показываем специальный фильм-сюрприз, который сопровождается живой озвучкой, в которой участвуют лицеисты и наши преподаватели. В конце мы проводим голосование за лучший фильм и подводим итоги. Посередине, после первых 4 фильмов, мы проводим кофе-брейк на 25 минут с чаем и печеньками, чтобы вы могли обсудить свои эмоции. Но зачем же все-таки нужен Shorts? Проект Shorts является мероприятием, где лицеисты смотрят и замечают, думают и анализируют, говорят и слушают, понимают и не понимают, спорят и соглашаются, восхищаются и разочаровываются. А это так важно сейчас нам всем.
И сейчас вы видите на экране наши социальные сети, на которые мы вам предлагаем подписаться, чтобы следить за нашим проектом в будущем. Туда мы отправляем анонсы наших фестивалей. После этого мы выкладываем туда Google Диск, на который вы можете найти все фильмы, которые были на фестивале, а также с помощью нашего телеграм-канала вы можете получить возможность поучаствовать в озвучке нашего специального фильма. Спасибо вам за внимание. И увидимся на следующем шоу. Показать себя, культурно поспорить и уйти счастливым. Именно для этого и создан наш клуб. Встречайте, дебатный клуб лицея БГУ. Всех приветствую, я Артем, 11-й историк, и сегодня я вам представлю наш клуб. Он существует в лицее довольно давно и, как ничто другое, помогает развивать оригинальное мышление. Дебаты, которые проводятся в лицее по формату Карла Поппера, сделают вклад и в вашу будущую жизнь. Про эту историю я расскажу потом. Давайте начнем с главных преимуществ и почему вы должны прийти к нам. Дебаты — это первая красота речи. Действительно, играя в дебаты, вы сможете грамотно конструировать свою речь, потому что если вы так не будете делать, вы просто проиграете. Что дорого стоит в наше время, если вы скачете с темы на тему, не можете долго фокусироваться на одной вещи, то дебаты определенно для вас. Вы сможете оборачивать аргументы противников в свою пользу, критично относиться ко всему сказанному, да и как минимум перестать бояться публичных выступлений. Идем дальше. Дебаты — это способ мышления. У нас есть разные темы дискуссий, и значительная часть из них просто ломает мозг. Мало того, что вы должны разобраться в теме за ограниченное время, найти по пунктам аргументы за или против, расписать их, сделать вывод со своей речи, так еще вы должны и предугадать аргументы противника и придумать к ним вопросы. Для примера темы, на которые мы играем. Олимпийские игры должны проходить в одном месте. Мы против глобализации культур. Инфлюенсер в социальных сетях — это настоящая работа. И чтобы придумать 3 речи и предугадать аргументы противника, придумать на них контраргументы, у нас всего 40 минут. Дальше. Дебаты, конечно же, это сотрудничество. Дебаты по Карлу Попперу — это командная игра из 3 человек, где каждый дополняет предыдущего, слушает и задает вопросы к речам противника. И вы просто не можете быть одиночкой в этой игре, поскольку, играя в соло, вы просто не сможете выиграть. И, конечно же, дебаты — это просто мы, которые собираемся в субботу в 14:00, играем, получаем удовольствие и участвуем пару раз в год в общереспубликанских и международных турнирах. Думаю, что у вас сложилось какое-то представление, а сейчас я хочу рассказать историю с этого турнира, где организаторша пригласила выпускника дебатной школы. И он произнес речь, которая действительно заставила меня задуматься. Он переводчик-международник, знает много языков, он один из лучших в Беларуси, и он рассказал, как ему помогли дебаты. А это вы узнаете, если придете на нашу показательную игру, я там это расскажу. Сканируйте QR-код. Что написано у руки, не сковая шляпа бука. Надрукуйся у руках, станешь шейхом и богат. Сустракайте, газета «Руки». Усім вітанні, я Ліза 11F і я галоўная редакторка газеты «Руки». У нас есть свой штаб. Перш-наперш гэта наш шэф-рэдактар, гэта Лера Мікітаўна, да якой вы можете звяртацца. Яна вам дапаможа парадай ці раскажа, у якіх актыўнасцях ліцэя вы можете паўдзельнічаць. Я галоўная рэдактарка 11F, а таксама мае 2 намеснікі, гэта Богдан Шліп 11 Хіст і Максим Святоха 11 ГУ. Наша суполка літаратурна-творчая. Творчий бок — гэта імпрэзы, в якіх вы можете паказаць свой акцёрскі талент, пайграць на музычных інструментах
ці просто показать сябе у ліцейскіх цікавостках. Літаратурны бок – гэта газета «Рукі». У нас працуюць і журналісты, і дызайнеры. Журналісты пішуць артыкулы. Гэта бываюць розныя тэмы, ад падзей у ліцэі да некаторых філасофскіх разважанняў. Артыкулы пішуцца па-беларуску, але калі вы не можаце, не хочаце, то высылайце па-руску, і мы ўжо будзем перакладаць з дапамогай людзей, не толькі. Вось. Таксама дызайнеры, яны распрацоўваюць вокладкі. Вы ў сваіх руках зараз можаце трымаць адну з мінулагодніх. Іх было 6 у нас выпускі. Выпускі бываюць раз на месяц, а бываюць раз на 2 месяцы. Вось. Для некаторых ліцэістаў газета становіцца сапраўдным ладам жыцця, бо, як паказвае практыка, некаторыя пішуць артыкулы ў цягніках, у гуртажытку, на парах, у 4 гадзіны раніцы. Карацей кажучы, газета дапаможа вам раскрыць сябе і свае таленты. Вось. Далучыцца вы можаце у інстаграме «Рукі», сачыць з нашымі навінамі, а калі вы хочаце стаць адным з нас, то пішыце мне ў тэлеграм. Магчыма, і вашыя рукі ўнясуць вклад у нашы рукі. Дякую. Лето будет, память сотрется, а фотографии останутся навсегда. И не дадут вам забыть чудесное мгновение лицейской жизни. Встречайте клуб фотографов лицея БГУ. Всем привет! Мы клуб фотографов лицея БГУ. Сейчас я, Катя, из гуманитарной, и Софа, из биологический, расскажем вам про наш клуб. Мы клуб фотографов, где собираются лицеисты, увлеченные фотографией. У нас есть возможность учиться новым техникам, обмениваться опытом и проводить уникальные съемки. На экране вы можете увидеть примеры работ многих ребят нашего клуба с различных лицейских мероприятий, которые проводились в течение этого учебного года. Наш клуб может быть интересен всем, и опытным фотографам, и тем, кто только начинает свой путь в фотографии и интересуется ею. Так мы с Катей начали фотографировать без какого-либо опыта, взяв фотоаппарат в руки впервые. И теперь мы умеем делать классные снимки и являемся представителями лицейского клуба. Мы сможем анонсировать съемки и новые возможности в лицее, искать фотографов для лицейских мероприятий, которые начнутся уже так скоро, делиться опытом, черпать свежие идеи и вдохновение от других участников клуба. Также вы можете добавиться в общий чат лицейских фотографов, который станет отличной площадкой для обсуждения различных тем, от технических аспектов фотографии до искусства и эстетики, что поможет каждому из нас развивать и расширять свой взгляд на мир фотографии. Все фотографии с мероприятий фотографы выгружают в облачные хранилища, например, Google Диск, и скидывают в общелицейские чаты. А также каждый фотограф выкладывает свои альбомы с мероприятий в общелицейскую группу ВКонтакте «Лицейские карапузы 2024». Для всех заинтересовавшихся сфотографируйте этот слайд и напишите по одному из контактов, указанных на экране. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем клубе фотографов. Як вам така картина? Ви цікава книга, потенчаю і п'єш. А головне – люди, з якими можна не тільки обміркувати твор, але й розмовляти про все, що потребує душа. Сердечно запрошую книжний клуб «Полічка». Усім прывітанне. «Полічка» – гэта кніжны клуб, які з'явіўся яшчэ некалькі гадоў таму, быў закінуты на пэўны час, але адрадзіўся з дапамогаю Морфія Булгакова ў 2022. Канцэпт нашых сустрэч вельмі просты. Кожную чвэрць мы збіраемся разам у аўдыторыі ліцэя, каб утульна пагутарыць пра кнігу, якую абіраем у нашым ТГ-канале. Вы прапануеце свае варыянты ў каментарыях, а
А пасля мы, администрация палічкі, оповестим про вынікі галасавання, месца і час сустрэчы. Чым больш варыянтаў рознай літаратуры вы прапануеце, тым лепей. Таму што тады цікавей адбудзецца будучае мерапрыемства. Таму не маўчыце, мы чытаем усё, ад экспрэсіянізму Андрэева да непасрэднасці Муракамі. Да нашых сустрэч вы не толькі з камфортам даведаецеся нешта цікавае пра абранага аўтара і яго кнігу, але і добра павабіце час. Адсканіруйце гэты QR-код, каб долучыцца да нашага утульнага тэлеграм-каналу. Чакаем вас! Пойдзеш у зале карапузаў. Спадзяемся, што вы ўжо знайшлі сяброў сярод ліцэістаў, але калі не, то Connect ліцэй якраз для вас. Сустракайце. Виват ліцей! Connect ліцей – це мерапрыемства, якое дапаможа вам знайсці новых сяброў і знаёмых у пачатку навучальнага года. Фармат мерапрыемства нагадвае хуткія спатканні ўслепую, дазваляючы вам пазнаёміцца са мноствам новых людзей, не ведаючы загадзя, хто перад вамі. Навошта гэтае мерапрыемства? Такі фармат дазваляе кожнаму удзельніку раскрыцца і весці нязмушаныя і прыемныя гутаркі без лішняй напругі, а таксама пазнаёміцца з мноствам людзей без папярэдняга меркавання аб іх, бо размаўляць вы будзеце ўсляпую не больш за 5 хвілін. Каму будзе пасаваць гэтае мерапрыемства? На самай справе ўсім ліцэістам, незалежна ад таго, сарамлівы ты, нясмелы, маеш дзіўныя інтарэсы ці проста боішся рабіць першае ўражанне. Гэта будзе цікава як дзясятым, у якіх будзе магчымасць пазнаёміцца зноў паміж сабой, так і 11-м, якія змогуць даведацца больш аб карапузах. Вось на гэтай скрыне у нас сапраўдная сітуацыя, з якой сутыкнуўся адзін з карапузаў. Яму складана знаёміцца з людзьмі, і мы шчыра лічым, што Connect – гэта ідэальнае вырашэнне яго праблем. І памятайце, ліцэй – гэта месца магчымасцяў і знаходжання сябе. Ты свабодны, каб быць сабой. Па ўсіх пытаннях вы можете звяртацца да нашай каманды праз тэлеграм. Карапузы, сачыце за навінамі, мы вас чакаем. А это место для тех, кто любит танцы и адреналин, для тех, кто хочет вызвать своего соперника на батл, и для тех, кто просто хочет отдохнуть. Встречайте, Density! Виват лицей! Я Соня, 11-й обществоведческий. Я Мара, 11 ФИЛ. И мы основатели и организаторы команды Density и проекта Density. Так, что же такое Density? Density — это танцевальный баттл. Проект, направленный на продвижение танцев в лицее. Сам баттл проводится в спортзале. Участники делятся на пары. Зрители сидят на подушках и матах и формируют круг, внутри которого участники импровизируют под музыку. Жюри выбирают победителя из каждой пары после каждого раунда, после чего формируются новые пары и так до финала. Никто из участников заранее не знает, под какую музыку они будут импровизировать. Сейчас немного расскажем, что было в прошлом году, как это было. Density очень новый проект. В прошлом году батл был в стиле хип-хоп и паппинг. Всего было 8 участников. Победителей выбирало 3 судьи из администрации учителей. 3 участника, получившие первое, второе, третье место, и 1 участник, победивший в голосовании для зрителей, получили призы. В этом году мы планируем провести несколько танцевальных батлов в самых разных стилях, включая контемп и модерн, например. Мы постараемся создать максимально комфортную обстановку, так что не бойтесь участвовать. Это очень крутой и яркий опыт. Это возможность побыть частью лицейской жизни, найти себе друзей-единомышленников, а также показать, что такое танцы именно для вас. Кроме того, это просто сумасшедшие эмоции, заряд энергии. Так что приходите посмотреть, приходите поддержать нас. Мы будем рады и мы будем ждать вас в качестве зрителей или же в качестве танцоров.
Это наши соцсети. Подписывайтесь. В Инстаграме вы сможете найти больше информации про нас, а также следить за дальнейшими новостями. Телеграм мы завели совсем недавно, тем не менее, там очень скоро будет много крутого контента, так что все равно подписывайтесь. Любите танцы, любите лицей и друг друга. Благодарим за внимание. Виват лицей! О, ми бачимо в залі шмат ярких образів. Карапузи супровід, куди ведують толку модних клуб. Доведаться новое про тренды, показывать свою индивидуальность, про задение и помогать іншим раскрывать свой особливый стиль. Усё это про скрыню. Свой характер і лад життя ми призвичаїлися виявляти про індивідуальний стиль одягнення. Сполучення бранного гардеробу без конца мноства, і тому треба ведати, як сполучати їх так, каб замість простого образа атрымлівалася сапраўднае мастацтва, здольнае адлюстраваць внутренний свет чалавека, які його примерить. Виват лицей! Мы организаторы скрыни, лицейского проекта про моду и стиль. Меня пишет Олеся, я з 11-го граматознавчого класу. Я Кира. И я Лиза. Мы все з 11-го граматознавчого класу. Я що Ульяна. А так само наш дизайнер Таня. Разом з нами ви довідаєтеся, чому Коко Шанель легенда усього часу і який дизайнер не показує свій рік. Ви зрозумієте, що мода – це мистецтво і спосіб самовиявлення, а не крутий бренд. Повірте, тепер у дрес-ку імпресу Роблексі вам не буде робити. Вас чекають шматлікі пазнавальні пости про моду у наших соціальних сетках, а так само забавляльные рубрики и опытанки про одение. Плануется так само мероприемства по сбору и отправке одения у доброчинный фонд, секонд-хенд кірмаш, який буде проводиться у ліцеї поміж ліцеїстами, ну і як же без конкурсів костюмів, які будуть на які-небудь мероприємства у акторів. І так само мы будем знімати відео, і так само будуть проводитися фотосесії, у яких менавіта ви, ліцеїсти, будете приймати уділ. Ну і як же без огляду на повседневные и не только в образе ліцеїстів і викладчиків. Как не губляться, сочите за новинами у наших соціальних сетках. Але ж, чому менавіта ліцеїстам ви пропонуєте таку можливість? Глядячи на то, что с этого года у нас введены обовязковые официальные деловые стиль, у лицея мы показываем себя с самых разных боков, и наше одение – один из универсальных способов это сделать. Стиль непоспешно занимает частку нашей особы, а его разнастайность только доказывает, что каждый человек уникальный по-своему, и лицеисты не выключение. Тому долучайся до скрині і хутчэй раскрывайце сябе і дзверы свайго гардероба. Апранайся з душой, апранайся са скрыні. Адскануйце QR-код, а па пытаннях і прапановах пішыце ў мой тэлеграм, які ёсць на слайдзе. Дзякуй. Виват лицей! Возможно, вас посещало желание открыть книгу, а возможно даже ее почитать. А для того, чтобы после этого еще и поделиться своими впечатлениями и послушать что-то интересное, и существует книжный клуб «Лидеры». Добрый день, дорогие карапузы! Мы лидеры книжный клуб лицея. Мы хотим показать вам то, что книги — это не просто кучка бумажек, которые почему-то хранится у всех на полках, а нечто большее.
Не так давно я и сам был не особым сторонником чтения и не понимал, как книга может заставить плакать или смеяться, но время убедило меня в обратном. Ну, пожалуй, на этом перестану немного разглагольствовать, и мы перейдем к тому, чем же является литер. Для этого у нас есть специальная кнопка. Она была просто необходима, а сейчас я на нее нажму, произойдет чудо. А теперь немножечко поподробнее о том, что, собственно, будет происходить на заседании. Заседания клуба «Литеры» будут происходить примерно раз в месяц. И, собственно, я думаю, все вы в какой-то момент поняли, что мир литературы гораздо больше, чем то, что предлагает нам наша школьная программа. И познавать этот мир литературы гораздо интереснее вместе, особенно когда нам вместе классно. Не знаю, как кому, мне на уроках литературы бывает очень классно, поэтому, собственно, мы этим и занимаемся. На заседании клуба «Литеры» мы сможем не только обсудить какую-то книгу, но и погрузиться в нее, узнать немножко об истории создания произведения, об авторе, об исторической эпохе, когда была написана эта книга. А для того, чтобы это было наиболее качественно, мы планируем приглашать различных спикеров. Ну, например, я могу задействовать свои филфаковские связи. Далее, помимо этой самой лекционной части, мы планируем устраивать различные интерактивчики, чтобы нам всем было не скучно, а также после этих самых интерактивчиков переходить непосредственно к обсуждениям за чаем с печеньками. Также, для того, чтобы это все немножко разбавить, мы думали устраивать различные кинопоказы, чтобы, ну, скажем, обогащаться не только литературно, но и кинематографически. А в конце каждого заседания мы будем устраивать буккроссинг. А теперь я хочу рассказать вам о нас, об организаторах ЛИТР. Арина – это человек, к которому можно обращаться по всем вопросам. Она сумеет разрулить любую ситуацию, но основная ее задача – это техническая часть. Очаровательная Ирина Вячеславовна. Учитель русского языка. Сердце нашего проекта, ведь она занимается поиском спикеров и литературы для мероприятия. Прекрасная Даша, очень разносторонний член нашей команды «Лида». Она создает дизайны афиш, а также проводит буккроссинги в конце каждого мероприятия. Дальше идет моя фотография. Меня зовут Леона. Я отвечаю за соцсети «Лидер» и стараюсь поддерживать командный дух проекта. По этому слайду вы можете понять, что у меня это неплохо выходит. И последний, но не по значимости, член нашей команды Захар, генератор бесконечных идей и предложений. Он отвечает за организационную часть нашего проекта «Лидер». Сейчас перед вами появится QR-код для вступления в наш телеграм-канал, где вы сможете узнать и даже поучаствовать в выборе книги, которая возглавит следующее мероприятие «Лидер». Отсканируйте его, пожалуйста. Виват лицей! Давайте громче! Виват лицей! Спасибо за внимание! А сейчас вы познакомитесь с представителями второй религии в лицее. Встречайте, участники лицейского баскетбольного клуба. Всем привет! Наконец-то пришло время поговорить о спорте в лицее. И конкретно сейчас в нашей лицейской баскетбольной лиге, как и другие виды спорта, ну, это все очень сильно развито. У нас проводится множество мероприятий, о которых мы расскажем чуть попозже. Ну и да, перейдем к подробностям. В общем, команда лицея всегда находится в активном поиске новых талантов. Это очень частая история, как ребята абсолютно нулевые, не знающие, что такое баскетбол, приходят и хватаются за эту идею. Очень большим примером являюсь я, и у всех есть одинаковые возможности, одинаковые способности, все друг друга поддерживают и тянут вперед, и это очень крутой опыт.
побывать, и как бы желаю всем попробовать. Да, конечно, куда же без мероприятий. У нас множество мероприятий как и внутри лицея, то есть наш чемпионат между, скажем так, профилями, то есть множество команд будет, там, финал, турнирная сетка и так далее, так и вне лицея. Яркий пример — это турнир БГУ в прошлом году по стритболу. В общем, мероприятий будет много, даже вплоть до поездок в другие города, возможно, так что будет интересно. Вот, также присутствует множество личных и командных наград у нас в рамках всяких турниров. Вот, например, да, награда MVP, то есть сладкие призы, все это будет. Побеждайте. Напомню, что за награду в межклассном чемпионате на пол будет, которая сейчас нет. В основном главная мысль, которую я хочу сказать, что баскетбол в лицее — это не совсем про тренировки, пролитый пот. Это в большей степени огромная часть лицейской жизни, ведь ты очень быстро сближаешься с людьми, ты становишься намного проще подружиться на площадке, чем просто вот так сидя в актовом зале. Как бы я обрел огромное количество людей, играя, и они до сих пор стали своими друзьями, поэтому, ребята, приходите, это круто, всех будем ждать. Всем спасибо. Ощущение полета, воздушность и легкость. Если что-то из этого вам по душе, то следующий клуб точно для вас. Встречайте, лицейский волейбольный клуб. Всех приветствую, наши любимые десятые, дорогие карапузики. Надеюсь, этот пилот для вас проходит просто отменно. Но я, в свою очередь, сегодня вам расскажу про еще один лицейский спортивный клуб, а именно про клуб волейбола. Чертой хорошего клуба всегда являются его традиции. И такие традиции у нашего лицейского волейбола, безусловно, есть. Так уже регулярными и традиционными для нас стали товарищеские матчи между сборными 10-х и 11-х классов, а также матчи против команды наших любимых лицейских преподавателей, которые, несмотря на возраст, на умение играть в волейбол, из раза в раз выставляют свою команду и играют с теми, кому им предстоит еще преподавать на протяжении всего учебного года. Так же, как и по другим видам спорта, мы в лицее проводим и турнир по волейболу. Турнир этот проходит на протяжении первых 2 четвертей учебного года, и по его результатам команда, занявшая первое место, все ее члены получают приятные подарки от нашей спортивной кафедры, такие как предметы лицейского мерча. А именно лицейская футболка, которую вы можете видеть сейчас на мне, лицейские поло, кружки с изображением лицейского герба, ну и попросту лицейские шоколадки. К примеру, женская команда по волейболу в прошлом году и вовсе за победу получила торт. Хочу заметить, что у нас в лицее проходит турнир не только среди мужских команд по волейболу, но также среди женских. Поэтому, если в зале есть отцов прекрасного пола, которые горят желанием играть в волейбол, то мы вас очень ждем, обязательно приходите и играйте. Также важными событиями в жизни нашего лицея всегда становятся товарищеские игры нашей сборной, которая из года в год, из раза в раз играет против команд, волейбольных команд 11-й гимназии и Минского областного лицея, где они каждый раз доказывают то, что лицей Белорусского государственного университета умеет не только хорошо учиться, но и показывает достойные результаты в спорте. Что касаемо желания играть в волейбол не только на уроках физкультуры, но и в свободное время, с этой целью мы, точно так же, как и баскетбольный клуб, на базе лицея проводим собственные тренировки. Расписание этих тренировок вы можете видеть на экране. Это вторник с 4 до 4, четверг с 4 до 6, ну и суббота с 12 до 2. Несмотря на то, что это выходной день, двери лицея всегда открыты для его лицеистов, поэтому, пожалуйста, приходите, играйте. Что касаемо самого тренировочного процесса, то все очень просто. Собираемся поиграть исключительно в собственное удовольствие, и никаких тяжелых физических нагрузок там ни в коем случае не исполняем. Ну что ж, если вы захотите, то переходите, пожалуйста, по QR-коду в наш волейбольный телеграм-канал. Там мы будем публиковать всю важную информацию, которая будет касаться лицейского волейбола, афиши о важных или попросту интересных волейбольных встречах, ну и объявления о начале и завершении волейбольных турниров.
На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Виват лицей! Пейте, дети, молоко, будете здоровы. А что еще поможет укрепить здоровье? Правильно, игра в футбол. Встречайте. Виват лицей! Футбол как был, так и остается самым популярным видом спорта в мире. Однако на лицей эта тенденция не распространилась в прошлые года. Но в этом году новая команда организаторов лицейской футбольной лиги, или уже просто НФЛ, а именно я, Давидович Глеб, один из них. Я, Хамицевич Егор, 11-й гуманитарный. Матюшев Глеб, 11-й исторический. Краснов Иван, 11-й эконом-географ. И комиссарчик Михаил, 11-й общий. Хотим сделать лицейский футбол лучше и краше. Но помочь нам в этом можете только вы. Если вы любите футбол, горите им, ну или же просто не против погонять с пацанами футбольчик, то специально для вас мы проведем 2 турнира, осенний и весенний, с возможными вариациями форматов. В конце каждого турнира команда-победитель получает кубок и просто вселенский респект. Также в течение учебного года будут проведены товарищеские матчи с другими учебными учреждениями. В конце года, в день последнего звонка, будут проведены традиционные шоу-матчи между сборными 10-11 классов, а также со сборной преподавательского состава. Сканируйте QR-код, переходите в телеграм-канал Лицейской футбольной лиги за дальнейшей информацией. Давайте, ребята, сделаем футбол лицея номером 1! Ну, вось, уласна, і все. Але, я веду, што вы стаміліся, мы яшчэ хацім прарэкламаваць вам адну вельмі важную рэч. Роўна праз тыдзень. Тут, на гэтай сцэне, вас чакае галоўнае мерапрыемства гэтага лета. Салют карапуз. Мы чакаем вас у гэтай зале 18:00 30 жніўня. До сустрэчы. А зараз усе ідём на агульную фоточку на сцэну. Дзякуй.